Прикольно. Наше путешествие продолжается. Очередной этап пересечения Великой реки Лена. Местные называют эти паромы рукавниками. И это, по сути, единственная возможность переправить машины через эту водную артерию. И вот на пароме мы стали объектом внимания. Скажем так, оказывается, наши оладушки вызвали небывалый ажиотаж среди местной фауны. Мы почувствовали себя дрессировщиками чаек. Целая стая, словно по команде, начала нашествие, пытаясь отхватить лакомство. Оставив позади Лену и пернатых наглецов, мы двинулись дальше. Сегодняшний маршрут был насыщенным. Мы проехали через 4 улуса, каждый из которых нес свою атмосферу. Достигли Чурапчинского улуса. Здесь нас встретили священные столбы. Это места, пропитанные историей и энергетикой, где ощущается связь с прошлым. И вот что меня искренне удивило. Несмотря на то, что рядом с этими священными столбами нет крупных водоемов и вообще каких-либо водоемов, чаек здесь оказалось не меньше, чем на пароме. Будто у них какая-то своя особая локация, где они собираются. Следующая точка на нашем пути – район Таата. Еще одно место, которое считается священным. И здесь нас встретила другая живность – коршуны. Величественно окружающие в небе, они создавали особую, немного мистическую атмосферу. Это впечатляет, когда видишь, как природа охраняет свои уголки. Знакомство с культурой, природой и особенностями нашего края. Путешествие продолжается, и мы отправляемся дальше, к новым открытиям. Прикольно. Наше путешествие продолжается. Очередной этап пересечения Великой реки Лена. Местные называют эти паромы рукавниками. И это, по сути, единственная возможность переправить машины через эту водную артерию. И вот на пароме мы стали объектом внимания. Скажем так, оказывается, наши оладушки вызвали небывалый ажиотаж среди местной фауны. Мы почувствовали себя дрессировщиками чаек. Целая стая, словно по команде, начала нашествие, пытаясь отхватить лакомство. Оставив позади Лену и пернатых наглецов, мы двинулись дальше. Сегодняшний маршрут был насыщенным. Мы проехали через 4 улуса, каждый из которых нес свою атмосферу. Достигли Чурапчинского улуса. Здесь нас встретили священные столбы. Это места, пропитанные историей и энергетикой, где ощущается связь с прошлым. И вот что меня искренне удивило. Несмотря на то, что рядом с этими священными столбами нет крупных водоемов и вообще каких-либо водоемов, чаек здесь оказалось не меньше, чем на пароме. Будто у них какая-то своя особая локация, где они собираются. Следующая точка на нашем пути – район Таата. Еще одно место, которое считается священным. И здесь нас встретила другая живность – коршуны. Величественно окружающие в небе, они создавали особую, немного мистическую атмосферу. Это впечатляет, когда видишь, как природа охраняет свои уголки. Знакомство с культурой, природой и особенностями нашего края. Путешествие продолжается, и мы отправляемся дальше, к новым